Поехали. Дорога скользкая. Вот. На улице минус 9, 10. Вот город Алдан. Проезжаем. Красота. Дома на вершинах стоят. Некоторые вот на горе. Зимой, говорят, здесь в декабре где-то минус 30-35 и бывает. На заправку приехали. Заправимся, полный бак. Ну все, заправились, полный бак. Подъезжаем в Верхних Куранах. Потом следующий будет в Нижних Куранах. Вот и подъехали в Нижнем Куранахе. Алданский район. Здесь тоже работал. В Нижнем Куранахе, в Верхнем Куранахе. Снегоуборщики работают. Так. Вот так. Проезжаем в Верхних Куранах. Подъезжаем в Нижних Куранах. Вон вдалеке видно Нижний Куранах, где золото добывают. Там драга работает. Каждый день мимо проезжал. Ну не каждый день, так по работе. Если приблизить так. Целый месяц в Нижнем Куранахе вот здесь работали с бригадой. И дальше дорога в сторону Якутска, Нижние Пестя. Вот там проезжали. Ну, доброго пути нам. Мне, точнее. Якокит приехали. Сейчас проедем Якокит.
уже меньше. Да, здесь перестал снег почти. И светлеет. Дальше Томмот 26 километров. Якутск 477 километров до Якутска. Подъезжаем в Томмот. Чайная, что ли? Работает, не работает. Кафе. Кофе Ника. Вот у нас чайное. Сосиска в этом с курением, как бы блинчики, плов и хлеб, кофе. Да, кафешка такая. Всем приятного аппетита. Вот и покушали. Ням-ням. Вкусно было очень в этом кафешке. Вот. А мы дальше поедем. Якутск уже 454 километра. Проезжаем Томмот. Горе. Вот. Здесь мост будет. Алданская река.
пока еще здесь полностью не замерз. Железная дорога через реку Алдан. 450. Арка, где поезда ездят. Сопки за сопкой. Поднимаемся в сопку. Машины сломаны, что ли? Надо проверить. Работает. База какая-то. Это же асфальтный завод. Тогда видели. Может, кто-то здесь работал? Вы знаете, кто здесь работал? Наконец-то солнце увидел. То все там в Алдане. Тучи, тучи, тучи. Ну, редко бывает солнце. Впереди фура. Сопку поднимаемся. Вот. Заехали куда мы? Ручья Харвия. Бурный. Это участок называется Верхняя Амга. Написано там было. База. Ну, на реке человек рыбачит.
темноте ехал. Ничего не было видать. Когда едешь вот, по дороге, ну, для меня это как бы по кайфу. Вот. И смотришь природу. Люблю вот дальние поездки я. Людей повидать, мир посмотреть, как люди живут, где, как, что делают, что делают. Вот наш север. Все потихоньку, потихоньку, и здесь будет, ну, потихоньку холод будет уже постепенно. Посмотрим, без снега доедем и сколько градусов посмотрим. Вот. Помните на тот сюжет видео? Здесь я и ночевал. Куда-то подъехали, подъезжаем. Куда-то. Это что же поселок у нас? Улу. Что же Улу? Старательский, что ли? Здесь чайная, здесь я ночью остановился, да. Чай пил как раз. Заправка. Заправиться? Нет. Должен на следующую заправку платить. Дорожники.
Ангаласский улус, граница. Мы оберег не нашли, но какую-то тряпку нашли. Хоть и мазутный, но ничего. По обычаю как бы привяжем. Все-таки граница. У меня заправка кончается, бензин дотянет до заправки или нет. Должен или нет? Скоро должен где-то заправка будет. Работает, надеюсь. Да, 92-й, 95-й. Поближе. Все. Да. Ну вот, мы проехали от Алдана 390 километров, и как раз бензин. Мы заправились тогда 24. А сейчас мы заправились сколько? Мы заправились так. Полный бак стал на 57 рублей 30 копеек, да? 22 литра заправились. Наш бак еще оставался, должен быть. Ну, на всякий случай, зима, холода, поэтому запасаться все равно бензином надо. Вот. Теперь душа спокойна. Спокойно едем. В следующий раз буду знать уже. Вот. Как-то так. Деревня небольшая. До Якутска остался, ну, до Нижнего Бесяха 84 километра. Чайная, пока не голодно, в Бестяхе пообедаем. Время у нас 5 минут первого, да и второго. Нет, второго. 5 минут второго время. Дорога вот скользкая, асфальт покрытый льдом, как бы, да, растаяло, гололед. Скользкая дорога, поэтому на дорогах аккуратно ездите. Обязательно должен стоять шины зимние, самые лучшие липучки по такой дороге. Родной край. Белокангласский. Скоробестях. Красиво. Аталама. Красота. Надеюсь, вечером
Хаптагай. Вот, Хаптагай там находится. Где родня живет. Скоро Бестях. Вот совсем рядом Бестях, вон видно. Приехали Бестях. Почти. Приехали. Ну, что еще? Заехали. 2 месяца не был. Вот такая у нас погода ведь. Сколько на улице. Сейчас попозже посмотрим, когда остановимся. Танк. Самодельный. Магазин. Манчары. На улице показывает минус 25. Проехали с Алдана, значит, 488 километров до Бестяха. Cevher buradan, cevher. Да? Вот как Якутии грузят на багажник. О, встречка. Все в дом. Ага. Подъезжаем в Маю.
покушали. На улице уже стемнело почти. Мы в поселке Мая. Такой небольшой поселок. На улице похолодало. Где-то минус 23, что ли. Проехали мы Маю, сейчас Чуя будет, через 2 километра, а дальше будет уже Берама, Эмиси, Амга и Узмая. И проезжаем маленький поселок тоже. Грунтовая дорога начинается. Тоже небольшой. А после Чуи уже дорога будет, ну, асфальт кончается уже. Вот дорога у нас амгинская. То ямы, то такие. Вот. Здесь стойки ломаются. Резко яма появляется. Резко. Едешь нормально, а потом резко хоп, удар такой. Населенный пункт Берема. Берема, как там правильно. На амгинской границе мы уже. Ну, здесь дороги у нас повороты, за поворотом резкие. Кто здесь не ездил, если первый раз поедет по этой дороге, по амгинской дороге, будут резкие ямы, резкие повороты, крутые повороты, очень много. Так что аккуратнее, не гоните. Вот как-то так, вот крутой поворот. Еще круто бывает. Я это места знаю, поэтому я спокойно еду. Знаю, что где, когда будет поворот. Вот. Населенный пункт скоро будет эмиссии. Чайная будет. Мы уже чай пили. Просто остановимся, проверим машину. Подъезжаем в Эмиссии. Чайная. Все таксисты в этом чайне все останавливаются. Заехали кофе пить в Эмиссах. Кофе попил. Путь в дорогу. Вот чай, кофе попили. Едем домой. В машине все в порядке. Вроде бы. Все. Поехали. Отъезжаем Эмисы. От Эмисов до Амги 70 километров. Идутся
Дорожная работа. Эскаватор работает. Вот мы приехали в Амгу. После заправки дальше едем. Старое польское здание стоит. Пойдем. Гаишники нету, вроде нету. Населенный пункт Амга. Вот и заправка. Отправились на улице минус 22. 12 литров залили. 13 литров. 13. Минус 22. Все, дальше поехали. Амга. Якутская Зора. Вот на это. На столбе. Где освещение. Красиво. Да, на улице холодно. Минус 22. А в Алдане минус 9-10, да? Сколько я сказал? 12. Везде, кстати, все магазины название по-якутски написано. Якутские имена. Зулус, вон. Зулус. Звезда по переводе. Это магазин. Новый маркет, да, строят. Ага. Еще не открылся. Раньше светофора не было, светофоры появились. И наконец-то бетюнцы. Бетюнцы. Конечка у нас
Усмая. До Усмая остался километров 167. Вот. Сейчас поворот, дорога на Усмаю. Скоро будет. Усмая. Вот поворот. Знак все указывает. Знаки, точнее знаки все указывают дорогу. Вот мы на переправе, да? Здесь дорогу закрыли. Но кто-то ездит. Есть. Машины ездят, значит можно. Холодно-то как. Там сырость, да? Машины ездили. Значит, проедем. С Богом. Приехали. Да? Нет, еще не приехали, дальше нам ехать надо. Теперь поднимаемся в сопку. На улице холодно. Уже где-то минус 25, что ли. Под 30-ник. Горку поднимаемся. Перевал будет.
граничка будет уже 8. Так что подписываемся и ставим лайки. Вот и подъезжаем к границу Усмайской. 106 километров остался до Усмая. Вот федеральная дорога у нас такая прямая, хорошая. Правда, асфальт нету, но накатанный. А вот мы поднимаемся сопку, последнюю гору, который перевал, Усмайский перевал наверху. Все это дорога моя, родная дорога. Наконец-то домой. Ну все, поднялись. Что-то постынет машина. Ну вот, перевал. Отдыхаем что. Холодно. Чё-чё. О, приоткрыли. Чтоб чуток воздух был. Темно. Наконец-то подъезжаем к Усмаю. 3 километра осталось. 3-4. Почти 10 вечера, да? 22. Почти. До самого утра, да, ехать. Полседьмого уехал. Долгая поездка. Связь уже появился.
Пока-пока. До скорой встречи.